Теперь мы начнем вторую часть. Это непосредственно Украина. Это история Украины, ее государственности и история украинского национализма. Для наглядности я подготовил несколько слайдов, чтобы было понятно. Вы на карте видите территорию современной Украины. Обратите внимание, зеленым цветом это центральная Украина, собственно Украина. Желтым цветом выделена Новороссия. Это Одесская область, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Луганская области. Эти земли, они в состав Украины, Малороссии, до 1917 года вообще не входили. Они были переданы по решению Ленина в 1922 году. Далее, обратите внимание, Западная Украина. Западная Украина – это Львов, Луцк, Ровно, Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы. Эти территории были переданы в состав Украинской Советской Республики в 1939-1940 годах. То есть Западная Украина в состав Малороссии и Украины современной были переданы только накануне Второй мировой войны. Теперь пойдем дальше. Крым внизу вы видите. Он был передан в состав Украинской Советской Республики в 1954 году. И обратите внимание, если вы наложите мысленно карту боевых действий, которые происходят сейчас, и деление на собственно Украину, Новороссию, Западную Украину, Крым, это 1 в 1 получается. Теперь пойдем дальше. Еще немножко другой ракурс. Это коричневым выделена территория Украины после 1654 года. Это Переяславская Рада. Малороссия, Украина начиналась с этих территорий, двух областей. Потом мы видим, что кто когда передавал, по сути то же самое, что я рассказывал ранее. Потом идем дальше. Здесь тоже очень интересная картина, которая показывает отношение к евроинтеграции. Это 2013 год, был на Украине референдум. Евросоюз тогда предлагал Януковичу, тогдашнему президенту, вступление в Евросоюз. Такие партнерские отношения. И кто как голосовал. Обратите внимание, синий цвет – это Западная Украина. Они выступали за предложенный ЕС проект евроинтеграции. Потом разошлись во мнениях. Это центральная Украина. И обратите внимание, кто выступил против. Это опять-таки это Новороссия. Историческая Новороссия и Крым. То есть получается, Украина изначально является расколотым обществом. Оно никогда однородным не было. Далее, если мы идем, здесь мы сделаем такую маленькую паузу и обратимся уже к истории. Что такое Украина и украинцы? Существует такое расхожее мнение, что это Киевская Русь, древнее государство, что украинцы были с незапамятных времен. А на самом деле, как-то в одном из выступлений наш президент Путин заметил как-то, что украинская государственность, она появляется только в советское время
и только благодаря большевикам, лично Ленин. И возникает вопрос, ну вот вроде бы Киевская Русь была там 1500 лет назад на территории современной Украины. А тут Путин вдруг заявляет, что в 20 веке. Но с другой стороны, мы же помним вот классическое произведение Гоголя «Тарас Бульба». Ну, вот, фильм есть такой недавний «Тарас Бульба». И там вот эти персонажи, они ведь не называют себя украинцами. Там противостояние между русскими и поляками идет. И вот те люди, которые живут на территории современной Украины, почему-то украинцами себя не называют. А если мы обратимся к истории, то до 1917 года Украины как таковой географически не существовало. Была Малороссия, была Великороссия и была Белоруссия. И отдельного народа малороссы не было, украинского народа. Были малороссы, то есть это часть русского народа, одна из 3 частей. И есть, вот в архивах сохранились материалы 17 века. Вот якутские казаки и промышленники пишут доклады царю Алексею Михайловичу в 17 веке. И вот они бьют челом, говорят, что вот они пишут с восточной Украины. А при чем тут Украина и Якутия? Украина в те времена, вот до 1917 года, это обозначение окраины. Украина – это окраина. То есть Украина – это была везде, на всех границах Российской империи. Это не обозначение территории, это обозначение окраины, границы. И вот что любопытно, если покопаться, вот кто первый придумал термин «украинцы»? А там получается, что термин вот «укры», от которого производит слово «украинцы», и термин «украинцы», они были придуманы польскими идеологами, Потоцким и Чацким в начале XIX века. И вот этот термин, например, москали, кацапы, вот то, чем оперируют современные украинские националисты, они тоже были изначально вброшены, придуманы польскими националистами. А почему это происходило? Потому что в конце XVIII века Речь Посполитая, это вот польское государство, оно в результате 3 разделов входит в состав Российской империи. Люди почему-то забывают, что до 1917 года, с конца XVIII века, более 1,5 веков, вот Польша входила в состав Российской империи. Да, там было отдельное царство польское, но это было частью России, Российской империи. Исторически. И вот Украина, она рассматривалась поляками как средство для ослабления и взаимного уничтожения русских, для разделения. И поэтому они придумывали вот эти термины. Украинцы, укры, москали. И вот искусственно придумываются термины разные, что вот москали, вот великороссы, это моски или мосхи. Это совершенно отдельный варварский народ, который к русским вообще отношения не имеет. А русские настоящие – это укры, украинцы. И вот получается, что современная украинская пропаганда, современное украинское государство, оно ориентируется вот на установки польских идеологов, которые стремились ослабить и расшатать Российскую империю, расколоть ее изнутри. И вот если мы обратимся к истории непосредственно украинского национализма, то
Мы же все помним, что гетманы Украины после Богдана Хмельницкого стремились к самостийности. То есть они стремились создать независимую Украину. Они метались между Россией, Швецией, там, Польшей. И были такие примеры, вот гетман Мазепа, классический пример. Во времена Петра I он изменяет России, переходит на сторону шведов, оказывает ему помощь. И вот гетманская старшина, казачья верхушка, она действительно имела претензии на то, чтобы создать отдельное государство. Затем было так называемое, тот же Тарас Шевченко, Кулиш был такой деятель, они создают братство в 1847 году, и они пытаются тоже обосновать идеологически отдельную Украину, отдельную украинскую нацию. То есть шло параллельно два движения. С одной стороны, непосредственно от украинцев и вот этой казачьей верхушки, которая хотела суверенитета, независимости от Москвы. С другой стороны, это были попытки Польши, Запада, расколоть изнутри. И вот эти два течения, эти две тенденции, они к 1917 году приводят к тому, что многие идеологи украинского национализма, они открыто говорили, что украинцев нет на Украине, что их мало. Они сами об этом писали, и они сами об этом говорили. Украинофилов, украинцев как таковых, к 1917 году, к Октябрьской революции, не было фактически. Там были группы небольшие. И вот после 1917 года, когда начинается гражданская война, устанавливается советская власть, и вот только тогда появляется государственность, Украинская Советская Социалистическая Республика. И внутри вот этой Украины уже появляется такое течение, довольно активное, и оно на протяжении всего советского периода истории играло очень активную роль. Известно, например, что Леонид Ильич Брежнев, он, хотя выходец из Молдавии, русский по национальности считается, но он очень долгое время работал на Украине, в Днепропетровске. И вот считалось, что команда Брежнева, она во многом имеет украинские корни. Известно, что Никита Сергеевич Хрущев тоже выходец из Украины, и именно с именем Никиты Сергеевича Хрущева связана реабилитация бандеровцев в середине 50-х годов. И получается так, что очень активную роль в появлении такого феномена украинской государственности сыграли большевики и коммунисты в 20 веке. И к моменту распада Советского Союза в 1991 году это движение уже окончательно оформляется. И после 1991 года все президенты независимой уже Украины, начиная от Кравчука, заканчивая даже Януковичем, они последовательно уже проводили такую политику открещивания от России, от русских. И получается, что эти традиции украинской государственности, они имеют очень неглубокие корни. И почему так себя ведут, например, тот же Зеленский, Янукович, как они часто меняют свою позицию, это связано с тем, что у них традиций государственности как таковых нет. То есть это люди, государство, которому чуть больше 100 лет. Очевидно, что традиций государственности как таковых нет,
фактически создана на пустом месте. И вот если вы посмотрите на карту, то видно, что это лоскутное образование, которое было во многом создано искусственно. И сейчас вот этот водораздел между Новороссией, Малороссией, он уже проявляется в ходе вот этих боевых действий. И отношение людей, как рассказывают непосредственно участники вот этих боевых действий с нашей стороны, тоже очень сильно отличается. Если мы говорим об украинском национализме, еще хотел бы сказать, что под украинским национализмом обычно имеют в виду последователей Степана Бандеры. Это организация украинских националистов, получившая известность еще особенно в годы Великой Отечественной войны, потом после Великой Отечественной войны. Был такой известный фильм «Вечный зов». Может быть, кто-то смотрел, может быть, кто-то не видел, но там был такой персонаж Яков Олейников. И вот он погибает как раз после войны, во время столкновения как раз с украинскими бандеровцами. Он раненым попадает в плен, и его пилой распилили живого. Вот такие методы применяли эти украинские националисты, бандеровцы. Притом существует масса фактов. Это не вымысел писателя, это реальные факты, как расправлялись вот эти бандеровцы со своими противниками. На Волыни только, а на Западной Украине бандеровцы, ауновцы, они уничтожили в годы Великой Отечественной войны одних поляков 100 тысяч. А непосредственно украинцев, русских, речь идет о сотнях тысяч людей. То есть это люди, которые перешли уже к действию. Притом вот этот украинский национализм, о котором мы говорим, он имеет галицийские корни. То есть он Западной Украины. И почему он принимает такие оголтелые, жестокие формы? Потому что территория Галиции, Западная Украина, она входит в состав Советского Союза очень поздно. Это 1939-1940 год. Они очень долгое время находились в составе сначала Австро-Венгрии, потом Польши. И, соответственно, антироссийская, антирусская пропаганда там действовала гораздо большее время, больше укоренилась, и прорусские элементы, они особенно сильно ослабли в годы Первой мировой войны. Мало кто знает, что первые концентрационные лагеря были созданы в Австро-Венгрии в 1914-1917 годах, и в них было уничтожено до 100 тысяч галичан. То есть те люди, которые испытывали симпатии к России, они безжалостно в этих концлагерях были уничтожены. То есть активная часть пророссийская, она была физически уничтожена как раз в годы Первой мировой войны. И, соответственно, поддержка позднее России, русских на Западной Украине изначально была очень сильно ограничена. И на этом фоне появляется как раз организация украинских националистов, и они, уже используя эти идеи тех же польских националистов, они создают свою боевую организацию еще до Второй мировой войны, еще в 20-е годы, начинают с терактов отдельных, а к массовым репрессиям они уже приступают в годы Великой Отечественной войны, и их численность достигала до 300 тысяч человек.
Они свою деятельность не прекращают после Великой Отечественной войны. И вот, как я рассказывал про судьбу вот этого Якова Олейникова из фильма «Вечный зов», эти боевые действия проходили вплоть до начала 50-х годов. Реальные боевые действия с применением артиллерии, танков, чуть ли не авиации. И вот эту партизанскую войну они продолжали очень длительное время. Потом они во времена Хрущева начинают резко менять свою тактику. Но была, видимо, установка из-за границы, из-за кордона от тех же американских спецслужб. И вот потомки, дети, внуки бандеровцев, они начинают очень активно укореняться в партийном советском хозяйственном активе Украины. И многие руководители советской Украины уже 70-е, 80-е годы, это вот дети, внуки вот этих бандеровцев. То есть они поменяли тактику от прямых терактов до внедрения в органы власти. И вот эта украинизация, нацификация Украины, она происходила очень длительное время. Поэтому вы не думаете, что вот именно только последние 8 лет вдруг они стали такими фашистами. Этот процесс шел очень долго, шел веками. И по сути это начинается вот с польских интервентов, продолжается уже в 20 веке и вот до сих пор. И вот получается, что государственность Украины, она начинается только в советское время, имеет очень слабые корни. И вот украинский национализм, который не был распространен до 1917 года, получает очень активное распространение, особенно на Западной Украине после присоединения Галиции, Западной Украины, 1939-1940. Постепенно он укореняется и в Центральной и Восточной Украине. И уже после получения независимости в 1991 году он уже становится государственной идеологией. И постепенно тот же Бандера, он становится национальным героем Украины. И сейчас, когда говорят о том, что на каком основании Путин ввел войска, в уставе Организации Объединенных Наций есть пункт о том, что страны, которые являются учредителями, в том числе Россия как правопреемник Советского Союза, оно имеет право уничтожать физически все проявления нацизма. А Украина, украинская элита, она провозглашает себя не наследниками Украинской Советской Республики, она называет себя прямо последователями Степана Бандеры, который еще 30 июня 1941 года официально провозгласил создание украинской державы. И вот современное руководство Украины, оно открыто называет себя правопреемниками Степана Бандеры и его украинской державы. Соответственно, согласно мандата ООН, Россия имеет прямое право для того, чтобы уничтожать физически последователей германского нацизма и фашизма. А то, что Бандера является их пособником, это доказано Нюрнбергским международным трибуналом. Соответственно, разговоры о том, что какие мы имеем правовые основания, они теряют всякий смысл. Соответственно, если вы себя называете наследниками украинских
фашистов и бандеровцев времен Великой Отечественной войны, вы за них должны отвечать.